yerde Lexus, kvartira anday mındaylar istaj yok biz. Dordoyda akçası barlar çıkart. Kampanya'ya çıkıyor. Ovazı kayaktan çıkart. Yok kana. Dordoyda kumuna yanvar, fevral cumuş yok. Mart cumuş yok. Dekabr, noyabr cumuş yok. Sezon, ne sezon bolca. Azıcık sezon degen çok bize. Açma. Takta anda emne için provokatsiya qilib жасасыңар. Вы хотели позвать. Не гласный. Паспортыңыз бар? Бар, бүттері бар. Бары бар. Эмне үчүн провокация қылып келип атасыздар? Бул жака. Мы свою сторону защиту. Мы свою сторону защиту. Не галаты кетирип атат. Эртең менен нанды тартып. Кимди кетирип атат? Ким кетирип атат? Ким кетирип атат? Провокация қылып алсаңар. Эмне негизинде провокация қылып жатасыздар? Ne oldu? Ne asıltasın? Ne kesin işlemeysen. Macina kaça günler zaklaştır girbin. Çalar çorluyla çöz, parfümler çöz. Anne konçuk paysan. Ya taksiler de aşık. Elementardı. Taksizler video tartodan düşsün. Yem alar çaysa. Ya provokasyon mesela koşudan bir videonu ya. Geçinde biz varsa kargonun içinde sırtta baldar durak, kalpa durak. Biz işletmeyeceğiz. Bizim cumuşuz çok kalkı. Жүзүбүз туруша карап. Gelişsin barbar. Ruhu daha barca taraf geçecek. Şeyin eline jasın sorular. Yok da elde taraç gerek. Biz aydan beri derdiz okul karavalda belirli gelmedi. Gitmegine, eski meşreka gitmegine. Sizlerden сыйлап аятат дотом. Yeşe alar ayvay sıylayt. Alar ayvayla sıylayt alar. Жок, мына жерге келип соода кылышат, мен көрдүм да сыйлап. Группага аршене кылат деп айтам. Жоқ, андай кылышпайт алар. Андай кылышпайт, biz позволять этпейбиз аларга. А то, что чтобы нас заставляли у кого-то покупать товар, это не те времена. Я считаю, что сейчас бизнес-среда должна путем мирного переговоров, сесть за стол переговоров. Кто бы ни был, мы готовы сотрудничать и прийти к мнению, к единому, но только мирным путем. Не путем запугивания или тем, чтобы нас заставляли или угрожали. А вам угрожали, запугивали, да? Нашим ребятам угрожали. Лично я с теми ребятами, которых встречался, они, как я начал расспрашивать о том, кто они такие, они технично ушли от разговора и, то есть, сделали, по-русскому сказать, ноги. А так других ребят вот ловили возле цехов, даже были случаи, которых избивали. То есть я думаю, что это неправильно, потому что в данный момент, если СМИ будут это все в мировом обществе уже информировать, то кто приедет в Кыргызстан инвестировать? Скажите, пожалуйста, вы обращались в полицию, что вам угрожали? Наши ребята, да, я сам лично этим бизнесом не занимаюсь, но наши ребята, я в курсе, они писали заявление в Свердловской РОВД, съездили в ГУВД и даже участкового в курсе. Мы сейчас с консулом России, потому что здесь ребята, эти граждане России, сходили к участковому. Участковый сказал, что под контролем, но пока как бы решений каких-то не принято. А когда вы писали заявление? Ну вот это началось где-то, наверное, 10 дней назад, ну, значит, где-то в течение 7 дней, 5 дней, я точно в курсе. Да. Это было зарегистрировано, и в Свердловском РОВД в пятницу тоже заявление подавали. Да? Пока никак не реагировали, да? Пока вот со стороны именно правоохранительных органов, таких, ну, может быть, не знаю, мы это не в курсе, может, они предпринимают какие-то шаги в своей среде, да. Скажите, а последние случаи угроз или избиений такого вот родня? Это было вчера и позавчера. А что Ребят, вчера было? вот вчера ребят двоих поймали по улице Менделеева. Одного избили. Избили и угрожали тем, что это уже является последней угрозой. В дальнейшем будут они уже расправляться с жизнью. Здесь многие ребята сейчас начинают уезжать. Я именно их остановил. Почему? Потому что это не выход из положения. То, что они поедут, сейчас будут распространять такую информацию, Кыргызстан не приедет. Я сам живу в Кыргызстане, женат здесь.
думаю, что это не выход из ситуации, тем более это недружелюбное, неправдопорядочное, да, отношение к людям.